В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в программе. Кузница военных кадров. СВОКУ отмечает 17-й день рождения. Для государства важны все направления деятельности науки. Встреча президента с учеными. Новое слово среди книг о Фазиле Искандере. Презентация работы Зинаиды Габуни в Абиги. Сегодня президент Рауль Хаджимба провел совещание по подготовке соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Открывая совещание, президент напомнил, что Абхазия в одностороннем порядке на законодательном уровне установила двойное гражданство с Российской Федерацией еще в ноябре 2002 года путем внесения соответствующих поправок в ранее действовавший закон о гражданстве. В последующем при принятии в 2005 году нового закона о гражданстве нормы о двойном гражданстве с Россией были сохранены. Статья 8 договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года предусматривает, что Абхазия и Россия в целях урегулирования вопросов двойного гражданства заключат отдельное соглашение. Министр иностранных дел Даур Кове проинформировал участников совещания о том, что проект соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства разрабатывается МИДом на протяжении нескольких лет. Проект был разослан заинтересованным органам исполнительной власти, которые представили свои предложения и замечания. Глава государства подчеркнул, что помимо согласования с органами исполнительной власти, МИДу необходимо работу по подготовке соглашения проводить гласно с привлечением экспертов. Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам исполнения судебных решений. Первый заместитель генерального прокурора Георгий Аршба проинформировал участников совещания о том, что Генеральная прокуратура направила 5 исков по незаконным строительствам на территории Пицунда-Мюссерского заповедника в суды разной инстанции. Все исковые требования прокуроров были удовлетворены. По каждому из случаев поданы жалобы в кассационном и надзорном порядке. По решению Верховного суда Эрику Хагуш отказано в удовлетворении надзорной жалобы. Аслан Пация, в отношении которого также были предъявлены исковые требования, самостоятельно разобрал незаконную постройку на территории заповедника. Председатель службы судебных исполнителей Зураб Барцец доложил о ходе подготовки к исполнению судебного решения о сносе незаконной постройки Эрика Хагуш. Председатель Совета безопасности Мухаммед Килба подчеркнул необходимость принятия мер со стороны Министерства внутренних дел по обеспечению правопорядка в день исполнения судебного решения. Президент поручил профильным ведомствам под руководством премьер-министра предпринять все необходимые меры для реализации данного судебного решения в короткие сроки. Первый осенний призыв «Вооруженные силы Абхазии» начался в республике. По традиции, в первый день призыва призывники и руководители военных комиссариатов возлагают цветы к мемориалу славы в Сухуми. Новобранцы уже прошли медкомиссию в районах, но здесь, в столице, будет еще одна комиссия, которая и определит годность молодого человека к военной службе. Затем в учебном центре новобранцы пройдут курс молодого бойца, и после принятия присяги уже военнослужащие абхазской армии будут распределены по воинским частям. Призыв «Вооруженные силы» проводится Министерством обороны 2 раза в год, чтобы обеспечить абхазскую армию новобранцами, которые после года службы смогут пополнить мобилизационный резерв и защитить страну в случае необходимости. На самом деле сегодня большой праздник, первый день призыва. И я так думаю, что призыв у нас пройдет нормально. Я думаю, что те люди, которые будут сегодня призваны, им вдвойне повезло, потому что на днях было у нас 25-летие вооруженных сил. Впереди у нас 25-летие победы. И люди, которые сегодня будут призваны, им повезло то, что они будут в параде участвовать. 17 лет назад открылось Сухумское высшее общевойсковое командное училище. За эти годы СВОКУ окончили сотни офицеров. Сегодня многие из них служат в рядах вооруженных сил, а также в различных силовых структурах страны. Торжественное мероприятие, посвященное данному событию, состоялось в Министерстве обороны. Репортаж Алики Трапш. СВОКУ – единственный военный вуз Абхазии. На сегодняшний день здесь обучаются более 60 курсантов. Распорядок дня в училище достаточно суровый. Подъем в 6:30 и отбой в 22:30. Каждое утро в любую погоду традиционная церемония – построение взводов и поднятие государственного флага.
Учиться здесь сложно, но ответственно. Сюда приходят по призванию. Тенгиз Джопа после окончания школы поступил в военный вуз по собственному желанию. Сейчас он на 3-м курсе. По словам курсанта, Своку для него стал вторым домом. После окончания училища Тенгиз планирует продолжить военную карьеру. Многое во мне изменилось внутренне. Мировоззрение меняется у человека, который выбрал такую профессию. Он понимает, то есть у него открываются глаза на некоторые вещи, на которые он просто не замечал, когда был, одевал гражданскую одежду, просто-напросто был гражданином обычным. После того, как я стану офицером, я на этом не остановлюсь. Я буду служить своей родине и в дальнейшем хочу закончить академию, после чего стать генералом. Обучение курсантов СВОКу 4 года. Здесь преподают специалисты из АГУ, а военные предметы читают офицеры Министерства обороны, многие из которых окончили российские военные академии. Вооруженные силы – одни из главных составляющих государственности нашей страны. Высокий профессионализм военнослужащих – это гарантия мирной жизни республики. В этом смысле СВОКу поистине является кузницей кадров. Мы готовим офицеров для вооруженных сил Республики Абхазия. Они обучаются здесь 4 года, по окончанию получают приказом министра обороны первое воинское звание и диплом государственного образца, после чего распределяются в воинские подразделения. Одно из элитных войск подразделений Абхазии – рота почетного караула СВОКу, участвующая во всех главных торжественных мероприятиях страны. И сегодняшний праздник не обошелся без них. СВОКу выполняет все поставленные задачи, отмечалось в поздравительном адресе министра обороны Мираба Кишмари, который зачитал первый заместитель министра Беслан Свижба. За 17 лет училище подготовило для войск не одно поколение офицеров. Многие из них отмечены наградами Министерства обороны. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Министерстве обороны и Вооруженных силах республики. Убежден, что новое поколение воспитанников будет бережно хранить славные традиции своих предшественников, дорожить идеалами товарищества, воинского братства. Затем начальник Сухумского общевойскового командного училища Алхас Жиба зачитал доклад к 17-летию создания СВОКу. Уже по традиции в этот день проходит церемония награждения. Отличившиеся офицеры училища за добросовестное выполнение своих обязанностей были награждены ведомственными медалями, а курсанты – грамотами. Преподаватели училища за высокий вклад в обучение курсантов тоже были награждены грамотами. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Аля Катрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба принял сегодня представителей ученого сообщества, прибывших из-за рубежа на торжественные мероприятия, посвященные 20-летнему юбилею Академии наук Абхазии. В ходе встречи президент вновь подчеркнул, что для государства важны все направления науки. Подробности в репортаже Налыковой. Президент Рауль Хаджимба отметил, что несмотря на экономические сложности, сопутствовавшие развитию отечественной академической науки, очевидны ее достижения в различных сферах. Исследования абхазских ученых в гуманитарных, технических, медицинских и иных отраслях науки получают достойную оценку не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Рауль Хаджимба подчеркнул, что сотрудники Академии наук Абхазии продолжают работать на благо республики, создавая условия для развития нашей страны. Президент сообщил о принятом решении создать при Академии наук Институт экономики и права. По словам президента, предложения, разработанные в институте, будут поступать на рассмотрение Народного собрания. Наука должна быть рядом с тем процессом, который организовывается властью. Это вопросы организации бюджетного процесса, вопросы поднятия экономики. Тем более, что мы страна, пережившая войну, и эти процессы для нас очень стали важными. Россия нам помогает и помогает серьезными вложениями финансовыми. Но мы все время говорим открыто об этом. Помощь России должна способствовать становлению Абхазии, но Абхазия должна сама постепенно выстраивать свою экономику. Академия наук Абхазии состоит из 3 отделений и 9 институтов. В составе Академии 15 академиков, 11 членов-корреспондентов, 19 почетных иностранных членов. В подведомственных учреждениях работают более 400 исследователей, из которых 29 докторов наук и 93 кандидата наук. Директор Ингушского НИИ гуманитарных наук профессор Нина Барахоева от лица всей делегации поблагодарила руководство республики за приглашение на юбилейные мероприятия и отметила, что форум прошел на высочайшем уровне. Вот я, например, вижу, я думаю, что это видят и все наши коллеги, вот ваше отношение к науке.
И вот это понимание того, что действительно наука является вот таким основополагающим базисом для развития государства, оно нам очень приятно и близко. Тем более, что вот, я так думаю, что национальные лидеры Кавказа сегодняшнего периода, мне кажется, одинаково к этому относятся. Почему? Потому что я провожу параллель между позицией нашего главы республики, вот Зураб Джотович имел возможность с ним встретиться и поговорить тоже, и ваша позиция, они перекликаются, и, честно говоря, это очень приятно, что сегодня вот наши лидеры с пониманием относятся к тому, что науку надо развивать. Ученые выразили надежду, что отношения между научными центрами республик будут в дальнейшем только укрепляться и развиваться. Очень содержательная большая работа ведется Академией наук. Познакомились с деятельностью Академии со всех сторон. Между нашими республиками, между Республикой Башкортостан и Абхазией имеется договор о сотрудничестве. В рамках этого договора вчера мы подписали еще один такой свой договор, где попытались определить рамочно, какие направления для нас будут актуальны и где могли бы мы сотрудничать более тесно. Президент Международного объединения научного содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара, доктор технических наук, профессор, почетный член Академии наук Абхазии Муса Экзеков поблагодарил ученых Академии наук Абхазии за проделанную работу, а гостей за сотрудничество. Он подчеркнул, что именно благодаря науке можно вывести государство на новый уровень и достичь определенных результатов. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа поблагодарил гостей за участие в праздничных мероприятиях. Он сообщил, что в ходе торжественных мероприятий между Академией наук Абхазии и научными институтами Республик Российской Федерации были подписаны договоры о сотрудничестве. Глава государства поблагодарил ученых за встречу и вручил им памятные подарки. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». За многолетнюю и плодотворную научно-практическую деятельность и весомый вклад в различные области абхазской науки почетное звание «Заслуженный деятель науки» присвоено Айба Лесику Янковичу, Анчабадзе Юрию Дмитриевичу, Баркая Владимиру Спиридоновичу, Бигвава Валерию Левардовичу, Бигвава Вячеславу Акакевичу, Когоне Валентину Астамуровичу, Кокоше Людмиле Васильевне, Миквабе Зурабу Ясоновичу и Чирикба Вячеславу Андреевичу. Почетный консул Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Ади Каршба в интервью абхазскому телевидению рассказала о высокой привлекательности и доходности инвестиций в экономику Абхазии и о планах в работе консульства на ближайшую перспективу. В беседе были затронуты и другие актуальные вопросы. Республика сейчас предпринимает массу усилий для того, чтобы какие-то интересные проекты, интересные бизнесы, интересные производства могли стартовать при помощи каких-то инвестиционных денег или денег, найденных там внутри республики. Но затем мы подходим к этапу, когда производство налажено, будь ли то сельхозпродукция, будь ли там какая-то другая группа товаров. У нас есть момент с тем, как это комфортно, правильно, без потери для бизнесмена вывести на территорию Российской Федерации. В этом направлении, потому что это все-таки большой рынок, несмотря на то, что к нам приезжают местное население, плюс к нам приезжает, естественно, там ежегодно в курортный период до 1,5 миллиона отдыхающих, тем не менее, все остальное время года, бизнес не может ждать, не каждый бизнес, скажем так, если это не индустрия гостеприимства, не может ждать очередного курортного сезона. Опять же, нашим руководством предпринимаются усилия для того, чтобы и таможенные вопросы решались оптимально, и быстро, и комфортно. И я думаю, что в ближайшее время будет серьезная разница, то есть сейчас вот прям есть конкретные шаги, и этот процесс упростится. Интервью с почетным консулом Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адиком Аршба смотрите в нашей программе сегодня. В Грузии планируется создать государственную программу по развитию и защите абхазского языка. В Абхазии воспринимают эту инициативу как политический ход, рассчитанный на международные структуры. В частности, в заявлении МИД республики говорится, что политика грузинских властей по отношению к Абхазии и ее народу характеризуется популизмом и лицемерием. Елена Лолуа продолжит тему.
Официально Тбилиси озаботился проблемами абхазского языка. Для этого планируется создать в Грузии государственную программу по развитию и, внимание, защите абхазского языка. Премьер-министр страны Кверикашвили полагает, что, цитата, «забота об абхазском языке и культуре станет очень важной основой в процессе восстановления сожженных мостов». В Абхазии расценили инициативу как популистскую и лицемерную, рассчитанную на международные структуры. А как иначе на это реагировать, когда власти Грузии блокируют любые мирные инициативы абхазской стороны, предпринимают шаги по изоляции республики? Мы прекрасно видим, что кроме этой словесной риторики, на деле грузинское руководство всех времен послевоенного периода делает все для того, чтобы блокировать любые гуманитарные инициативы Абхазии по преодолению международной изоляции нашего государства. Блокируются абсолютно все инициативы – гуманитарные, культурные, творческие, на любом уровне. Поэтому относиться к подобного рода заявлениям, наверное, стоит именно с позиции понимания, что Грузия предпринимает всяческие усилия для того, чтобы так или иначе показать международному сообществу свое желание пойти по пути укрепления мира доверия. К большому сожалению, это не так. Полностью специальный репортаж Елены Лолу смотрите в нашей программе сразу после новостей. Вышла в свет книга «Русскоязычные художественные произведения» Фазиля Искандера как новый тип творчества, автором которой является Зинаида Габуния, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета, заслуженный деятель наук КБР. Сегодня в Абиги прошла презентация издания. Как отмечалось на мероприятии, презентация книги – большое событие для исследователей. Издание останется актуальным в истории литературы. Автор смог рассказать о Фазиле Искандере что-то новое, а также о том, каким богатым является наш родной язык. Эта монография – новое слово среди книг о Фазиле Искандере. Прекрасная презентация, потому что хорошо подготовились. Люди читали работу, чувствовалось. Для меня это большое счастье, когда уже люди прочитали. Но я, конечно, хотела еще больше вопросов. Потому что Фазиля можно собрать при помощи его концептуальной системы. Вы же помните, все время мы говорим, трудно об Искандере писать, потому что у него другая система. У него концептуальная система, но эти концепты разбросаны по разным текстам. Если все творчество Искандера хорошо прочитать, вы можете найти все точки соприкосновения всей его системы. В этом году отмечается столетие первого археолога Абхазии Михаила Трапш. Мероприятие, посвященное юбилею ученого, прошло сегодня в Абхазском государственном музее. Михаил Мамедович Трапш – один из крупнейших абхазских археологов, который внес неоценимый вклад в историю абхазской археологии. Он автор ряда бесценных научных работ, наиболее известная из которых монография «Древний Суху». Вспомнить своего коллегу, друга и наставника собрались научные сотрудники Абиги, работники Абхазского госмузея. В музее открыта выставка, посвященная памяти археолога. Представленные древние экспонаты являются результатом многолетнего труда Михаила Трапш. Ученые вспоминали о юбиляре как о человеке необычайно доброй души и бесконечно преданном абхазской науке. Конечно, до Трапша еще в 19 веке приезжали сюда, за рубежа, изучали и так далее, но фактически фундаментальные раскопки, изучение, исследования с древнейших периодов по Средневековью, как Михаил Мамедович Трапш, еще никто не осуществлял эти такие работы. И главное, что он прошел такую школу среди маститых тогда еще ученых России, там Борисковский, там, Петровский,
и ряд вот таких вот археологов, от которых он получил и прошел большую школу и подготовку. В Абхазском государственном университете прошла встреча с участием делегации из Китайской Народной Республики. В год столетия со дня Октябрьской революции в России представители Китая посещают многие города и страны, в том числе и Абхазию. В составе делегации известные ученые и общественные деятели. Ректор АГУ Олег Огварами выразил заинтересованность в сотрудничестве. Гости из Китая также интересуются экономикой и культурой нашей страны. В наше время, во время глобализации, Китай всегда стоит рядом с Россией. Сегодня в Китай приехал премьер-министр России Дмитрий Анатольевич, и мы уверены, что будут подписаны очень важные документы не только относительно развития экономик двух стран, но и, наверное, политические вопросы. Китайцы мудрый народ, они коммунистическую идею реализуют по-своему. И время показало, что этот путь, избранный Китаем, правильный для народа, для государства, для того, чтобы вписаться в мировую историю. Я очень рад к вам в гости. Я первый раз вас имел честь с вами знакомиться, беседовать по истории, по старой шелковому пути. И сегодня один пояс, один путь мы вместе работаем не только с российскими народами и с абхазскими народами. Желаем сегодняшние студенты университета Абхазии станут серьезные государственные или национальные как специалисты для Абхазии, для мира. Внимание, розыск. МВД Абхазии разыскивает Вахтанга Журовича Тарба, 1983 года рождения, который 26 октября вышел из дома в городе Очамчира и по сей день не вернулся. Вахтанг Тарба был одет в куртку-безрукавку и синие джинсы. Просьба ко всем, кто видел разыскиваемого, обратиться по телефонам 770 54 95 и 770 54 91. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град. А днем пройдут кратковременные осадки. Ближе к вечеру на побережье местами возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 10-12 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.